это место немножко скажи, это что за место? Это сирийский пассаж. Вообще улица Истикляль славится своими пассажами. И вот один из таких пассажей, это сирийский пассаж, его построил губернатор Османской империи в Сирии, в Дамаске. Да? И вот в этом пассаже располагались редакции газет на французском языке, на греческом языке, ну разные. Вот здесь вообще был центр такой прессы до 60-х годов 20 века. Вот после этого сейчас уже нет этих редакций, но здесь офисы. Это как улица открытая получается. Да, это пассаж. Пассажи это такие вот ряды с магазинами в основном бывают. Но здесь видите, вот доверха здесь вот такая открытая улица. И здесь вот традиционная чайная, чай-ланджа. Она вот там вот располагается, мы можем дойти до угла и увидеть. Здесь можно наверху там что? Офисы. Гостиницы? Да, офисы. Нет, И сейчас, да, офисы? Да. А там выйти можно оттуда? Сама чайная находится. Вот тоже традиционно. Чай вот так главное называют. Здесь они делают максимум что? Тост. Делают, наливают чай. Ганемен делают, да, наливают чай, наливают кофе. Ну, типа как это, да, получается яичница, да? Да, вот так вот они Красиво. Да, его называют чайджи, который вот так. Да. А почему хавиджи нету, Алим? У нас просто, понимаешь, у меня большая проблема с этим на самом деле. Вот как бы турки говорят, что это турецкая кофейная культура. А где вот ее такие, знаешь, прочные следы, как чайная культура? Ну, у кофейной культуры здесь очень глубокие корни. Но надо понимать, что чай от Джаквара, они и есть кофейни основные. Вот. Здесь кофе, он неотделим от вот этого чая от Джаквара. То есть и чай, и кофе? Да. На базе чайных вот этих очагов, получается, да, если в русском языке сказать, и есть кофе как-то, да, вот. Есть вот такие традиционные кофейни. Но, конечно, отдельно тоже они были. Вообще раньше было такое, были такие заведения, которые называются Кыраатхане, то есть читальный зал. Кыраатхане. Читальный зал. Это и есть, вот, кроме вот этих чай от Джаклара это все-таки маленькие такие точки. Да. А Кыраатхане это именно заведение, где вот столы стоят и так далее. И ты туда заходишь и получается, сидишь, можешь почитать газету, попить кофе. В основном вот это вот самое главное кофейня, это они и есть. Но сегодня Кыраатхане, они утратили свое вот это вот изначальное предназначение. Они сейчас стали местами, где собираются мужики. Мужские клубы, да? Да, делятся сплетнями, курят, там вообще постоянно дым бывает, играют в домино, играют в нарды, играют в карты. И туда вот женщины получают практически входят. Возможно, такие места, куда очень неприлично будет заходить женщина. Там. Это дурум. Просто знаешь почему? Вот смотри, вот чай же носят. Да. Почему вот так кофе не носят? А потому что кофе надо прям там дать. Где чай можно носить. Здесь такое есть, что чай, вот один человек, он чай будет носить по всему зданию, как бы, да, вот. Кофе, если заказать, кофе реже пьют, во-первых. Да. Его пьют именно после еды, например, да? Да. Поэтому его После еды пьют. Да, после еды. Поэтому его пьют именно в заведении. Генуэзская церковь, кстати говоря, это старейшая сейчас из действующих католических церквей. Туда зайдем, посмотрим тоже. Вообще же мы сейчас находимся в Генуэзской колонии. Это Генуэзская колония. Это вот, скажем так, такая база, которая... Генуэзская колония, то есть сначала жили генуэзцы, потом, когда их захватили, это стала колония. Так? Нет. А как? Ну, Византийцы здесь жили. Когда крестоносцы в 1204 году захватили Константинополь, здесь поселок был, но он был просто как бы таким придатком, пригородом Константинополя. Когда же византийцы освободили Константинополь от крестоносцев, им помогали в этом генуэзцы, флотом своим помогали. И византийцы подарили этот поселок генуэзцам. И генуэзцы, здесь, получается, эта территория уже не была частью Византии, она была частью Генуэзской республики. Это была республика Гена. Это про церковь вот туда, про древнюю. Да, вообще Галатскую башню тоже построили генуэзцы. И ее оригинальное название это Башня Христа. Вот, они ее построили из-за того, что
византийские власти стали сближаться с венецианцами, а венецианцы это главные конкуренты генуэзцев. Генуэзцы решили больше контроля над Константинополем иметь, и поэтому построили шпионскую башню. А я думал, это пожарная башня. Это шпионская башня, чтобы смотреть за главной бухтой Константинополя. Византийский корабль приезжает, генуэзцы смотрят, ага, кто приехал, кто его встречает, куда они идут и так далее, это все просматривалось. И это все на таком маленьком пятачке, да? Да, это вот генуэзская колония, она называлась Пера. Вот сейчас эта улица Истекляль, это главная улица вот этого поселка, Гранд-Пера ее называют, еще Гранд-Пера, ее оригинальное название. Истекляль это улица независимости переводится, ее назвали так уже после, скажем так, после установления республики, да. Вот. А так это изначально Гранд-Пера. Давайте зайдем. Это? Ну, вот это здание, оно уже 16 века, французы перестраивали его. А так изначально оно еще вот, когда времен... Интересно, да? Смотри, чтобы не стачивались, да? Да. То есть это для более этого... Ну, мрамор, он мягкий камень считается, и получается, что... Комбинация такая. Я думаю, что просто, да, это бетоном залили, чтобы дешевле было. Здесь уже, видите, не... Ну, это мрамор, но этот уже старый. Наподобие такого мы туда ходили. Осторожно, осторожно, осторожно. А, я думаю, что евреев лежит не нужно. Сколько боксов. Но мне больше всего это нравится. Мария София, вот этот порог, я вообще не знаю. Здесь вообще интересно, что мы же в склон зашли, и вот здесь прямо часть скалы, видите? Это прям скала идет туда. Интересно, да? Ниша как называется? Это не как он смехал, типа? Нет, нет. Ну, они, видите, здесь подати делают, вон там вот монетки лежат. А здесь проводятся службы? Да, да, действующая церковь, да, да. Я чаще вспоминаю адвокат дьявола, когда вот в католическую церковь захожу. Недавно я записывал главного архитектора нашей джами, Джума Джами, это Эмиля Юнусу. И ну, мы разговаривали про вот эту красоту, про вот эти все элементы, которые дали османам, да, тоже в архитектуру. Интересно тоже очень. То есть, по сути, эта Византия, она сильно усилила, да, вот этот вид. Да, да. Ну, вообще мусульмане, надо сказать, что изначально архитектуру мечетей мусульмане начали брать у христиан. Еще с захватом Дамаска уже как бы у мусульман в Аравии, получается, таких цельных зданий, мечетей в виде цельного здания не было. Когда они завоевали Сирию, а в Сирии бывает зима, там все-таки прохладно бывает, и там бывают дожди чаще и так далее. И там уже нужны были мечети. Да, вот. И первые мечети это были просто переделанные или же арендованные церкви, или же выкупленные церкви, переделанные в мечеть. Например, центральная мечеть Дамаска, вообще мечети не было там центральной. Центральная мечеть Дамаска, это была церковь, главная церковь, сегодня это мечеть Аммиядов. Они ее просто по пятницам арендовали, чтобы там джума провести. Вот. Вот со всеми картинами вот этими. Ну, да. А это же вообще... Ну, вообще, как бы такого прям запрета нет. Вот когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи пророк Мухаммад, да, он совершал намаз в Каабе до того, как освободили Мекку и так далее. Он же долгое время там проживал. Вот когда он это делал, когда в Каабе был, там 360 идолов было. 360 идолов. Но он же молился там. Ну, вот это меня и удивляет. То есть, когда есть... Нет, ширка нет. Если ширк, это когда ты поклоняешься этому идолу. Но когда ты в мечети, например, вот в чистом здании, или же в таком храме, да, например, у христиан на самом деле тоже есть запрет на изображение живых существ. Ну, здесь есть изображение живых существ. Представьте, что у нас нет мечети и нет таких больших зданий, тогда же не бывало больших зданий общественных. То есть вынужденная мера. Они арендовали такую церковь, в церкви нет запрета намаз делать. Они арендовали эту церковь, накрывали ковры, делали намаз, и все. Здесь, например, если мы это здание арендуем, в принципе, здесь тоже нет запрета прочитать намаз. Шатер просто. Вот сейчас в Айя Софии тоже же, например, есть.
Теперь это мечеть. Ну, Ну, на самом деле это все понятно, то есть это Да. практично. да, да, конечно. То есть главное, чтобы мы не поклонялись им, этим изображениям, и все. Тем более, если разбираться, то Всевышний-то он знает, ну, что происходит. Да, То есть, конечно. как бы, Они его воспринимали, видно, как зал, да? Да, как зал. Да, да. просто голова над крышей. Как бы, Ну, сейчас, вот, например, Айя София. Да, вот в Айя Софии, когда Айя Софию переделывали в мечеть, Эрдоган дал как бы указание, чтобы не убирали, не закрывали эти, ну, имеется в виду, не замазывали, не уничтожали эти фрески. По сути дела, сейчас политической воли, скажем, политической силы Турции не хватает для того, чтобы все это уничтожить. Но и Турции самой не нужно, чтобы это уничтожали. Это намного более ценно, пока она остается. Но в то же время там мечеть, там мечеть. Могут ли там мусульмане молиться, несмотря на то, что там вскрыли вот эти все изображения? Да, могут. Потому что как бы вынужденность оставить их, она есть, как бы, да, вот эти изображения оставить, вынужденность есть. Но при этом это не делает, скажем так, молитву в этом храме запретной или, и так далее. Короче, спокойно люди приходят, джума проводят, намазы проводят и так далее. А сейчас там платно стало, да? То есть, Просто посещение иностранцам, да. Турецким гражданам бесплатно. паспорт показать. Я, например, даже, не, ВНЖ даже если будет, то можно, короче, зайти. То есть туристам Туристам, не, на намазы, мусульманам бесплатно, конечно, на намазы за полчаса до начала времени мусульманин идет просто спокойно, заходит бесплатно. А сейчас сколько стоит вот для туристов обычно? Не знаю. По сути, там должно быть нормально стоить. Ну да, да. Но на самом деле странно, да, что ввели, но слишком большие очереди были. Просто Да невозможно. это нереальные очереди были. Даже сейчас, при том, что платно, все равно очереди, но не такие большие Мы сейчас. только вечером попали, часов в 11, там, мы рядом просто жили. Да, уникально вообще. Пойдемте. А конкретно такое здание это 16? Да, это 16 век. О, видите, гербы французские. Французский, да. Французы перестроили это здание. 16 век, это у вас Ханский дворец, то есть тоже был. Да, да. Это что такое? Это центральный кафедральный собор? Тоже можешь? Да, 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 может. Это собор Святого Антония называется. Вообще вот сами турки, они вот когда есть такие артефакты, они сами себя как чувствуют? Все-таки им же говорят, что вы же пришли на эти земли. Понимаешь вопрос? Да, я понимаю. Как они с этим уживаются? У них есть комплекс относительно этого. Они даже пытались доказать, что там ассирийцы, шумеры и так далее, которые здесь изначально. Да, Ну, шумеры и турки, это, конечно, интересно. да, у них была такая теория, что шумеры это турки, но они ищут следы пребывания тюркских народов в Малой Азии. На самом деле оно было как бы, да, здесь до османов, до Это как немцы. прихода агузов. Немцы же искали готский след в Крыму. Да, да, То же самое. да. Но сейчас они уже плевали на все это. Типа, наша земля, и что ты хочешь, короче сказать. И чё, да? Да, да. То есть это было когда? Когда они только республику установили. Еще многие... Это знаешь, посмотри, Алим, ты же говоришь, вот они же не могут в Айя Софии сейчас стены просто белым покрасить. Ты говоришь, не хватает что? Политической воли, да. Ну, вот это про это же тоже. Но это же решение было турецким переделать мечеть в музей. Так это же Турция. Да, но это было Современное решение государство. турецким. И они туда ЮНЕСКО пустили, они туда пустили всех этих исследователей и так далее. А теперь они сами возьмут и закрасят. Они не могут этого сделать, потому что, с одной стороны, православная церковь, с другой стороны, западный мир, потому что они это сделали в угоду, скажем так, ну, США в том числе, да, когда вот они переделывали. Сюда должен был приехать один министр из США, они, чтобы ему подмазать, короче, получается, ну, одна из, скажем так, мотиваций, это вот что к его приезду переделать церковь в музей. Вот так вот было. Одна из мотиваций. Ну, то есть мечеть музей, чтобы для более сохранности, да? Какая цель вот музея? Чтобы... Ну, у Ататюрка самого были взгляды такие, что как бы это ислам это каменный век, там, и так далее. А у Айя Софии особенный статус был. Даже оккупация, когда была здесь со стороны стран Антанты, они даже тогда тоже пытались переделать в церковь. Даже службу какую-то провели в Айя Софии. То есть для них это тоже было такой принципиальной вещью, короче. Да, да, конечно. Это центральный кафедральный собор, его построили в 1912 году.
В 12-м? Да, да. Но назвали в честь святого Антония, потому что святой Антоний — это такой символ стойкости типа католической церкви перед маврами, как бы, перед мусульманами. Да, да, серьезно говорю. По легенде, да, по легенде святого Антония маврский король к себе позвал и сказал: если ты не примешь типа ислам, я тебя в огонь брошу. И тот, короче, таким образом там в огне, короче. То есть не принял. Да, не принял. Решил мученическую смерть Хотя принять. мог бы жить нормально. Но это на самом деле не было, наверное, такого. Это легенда. Человек-то он сильно проще. Здесь орган тоже вот наверху. И вот посмотрите, это лицо понтифика, потому что здесь также находится представительство Ватикана в Турции, вот здесь вот здание. А сейчас это вот чего это вот, на чем баланс? Кто хозяин здесь? Ну, католическая церковь. То есть не государство турецкое. Нет. Не понимаю. Крестик достать надо. Мы еще с собой взяли. Здесь вот святая вода. Вот в этом же выло Аль Пачино опускает, и она вскипает. Да? Это святая вода. Ну, они берут и крестятся, А короче. откуда он берется? Ну и наливать, да, да. Абсолютно венецианская архитектура. Да? Кого-то Венецию называли. Вот здесь представительство Ватикана, видите, флаг. Ну, это как посольство получается. Рядом, да? Через забор. Да, ну, вот здесь вот заборчиком отделено, но это один комплекс. А вот здесь такая психоделика, современное искусство. Немного начинает укачивать прям, выворачивать. Да, кстати, есть такой эффект. Как все не спят. Это мы в Венеции, сегодня уже в Да. Стамбуле, да? Слушай, ну красивая, да, архитектура? Да, да. Здесь, кстати, бывает рождественская ярмарка в декабре, в конце декабря. А как вот радикальные вот эти вот турецкие мусульмане, все-таки им же все равно куда-то склоняются? Нет, почему? Это же изначально было еще в османские времена. Это было место, где живут ахлю зимми. То есть люди Писания. Астат лоусом. То есть мы говорим аш. При этом мы, например, говорим, вот, когда мы дома общаемся, аш болдом. То есть я проголодался, аш болдом. Вот так вот. Или аш тамак, типа, обзора, короче. То есть у нас в языке это сохранилось, это аш изначальное. Ну, это сельское, да? А мы говорим ачолдум. Ачел, да. Ачолдум. Ачем, как здесь. Ачим. Ачим. Ачим, ну, мен ачим, да. Ачиктым. Ну, в общем, есть это. И аш у нас тоже есть, как бы, в языке. Тут в разговорном языке сохранилось. Ну, в разговорном языке у нас, например, на Кубани и джоканье сохранилось. Они раньше джокали. Мы тоже раньше джокали. Например, что? У нас полностью нет. Ну, например, литературно, когда говорят, собрались, говорят либо еналдык или еилдык. А они говорят джеилдык. Ну, джилдык. Как-то, по-моему, ближе. Бездауляй там, Да? джилдык. Ну, вот. В Астрахани, ну, там вообще сохранился диалект джокали, потому что там Ну, вот турки такие еще не понимают, да, типа джилыш, там, я не знаю. Нет. Джин. они говорят топландык, топланты. Топланты. Ну, это тоже понимаю. Интересно, что у нас такой язык универсальный. Мы их понимаем, и вас понимаем. Ну, вот наши профессора, типа там этого Керимова, да, они же вообще, метры, они везде разговаривают. Да. То есть он говорит, я, говорит, приезжаю в Азербайджан, говорит, неделя, говорит, и я, говорит, пишу лучше, чем они, грамотно. То есть, Да. ну, настолько универсальный язык, да? Он такой огузы кипчакский. Да, да. Огузы кипчакский. Но там, вот, в который на Кавказе живут, мы чуть как бы больше в кипчакском Ну, получается. понятно, Огузские слушай, откуда у вас вот тут? элементы. Были огузские элементы. Как раз вот в течение 20 лет я ездил в Сколько? Нет, изначально куманское, изначально куманское влияние, не влияние, а наследие. Как Да, наследие, я не прав. Почему здесь флаг греческий, насколько? Консульство. да? Консульство Греции в Стамбуле.
И они не просто так наистекляли, да? Вообще, чтобы вы понимали, как я говорил, это место, вот, например, когда Мехмед Фатих завоевал Константинополь, здесь же была генуэзская колония, он на следующий день сюда зашел. На следующий день сюда зашел, а генуэзцев нет, они сбежали. Но, Все оставили. ну, город оставили, сбежали, ночью, короче, на корабль сели и убили. Мехмед Фатих, он был против этого, он за ними отправил и говорит, приезжайте обратно, гарантии безопасности даем, внутреннее самоуправление будет, давайте отойдем. Вот. Трамваи, кстати говоря, переделали, новые трамваи поставили после слова, это все ужас. Изначально были же старые, оригинальные. Такой трамвайчик. Одна из лучших сетей, османских сетей. Что вы спросили? Испугаться и выйти. Это же этот, стоковый магазин. Это, он говорит, со скидками магазин. Вот это. И вот он, Мехмед Фатих их обратно позвал. Зачем? Потому что с Мехмедом Фатихом никто не хотел торговать в Европе. А, Он завоевал Константинополь, а это получается конец шелкового пути. Сюда весь товар приходит. да. Ему нужно было дальше в Европу торговать. И он, чтобы торговать в Европу дальше, он позвал сюда обратно генуэзцев, говорит, давай через вас будем торговать. Если живите, все, церкви, мы вам здесь мечети не будем строить. Ну, основные объекты, конечно, по свой контроль взяли. Вот, интересный момент, да, да. Получается, слова не сдержали. Это не мечеть, это маленькая. Нет, там дело в другом, кстати говоря. Это очень интересно. Мечеть, кстати говоря, очень старая. Это 16 век, то есть, ну, прям, получается, через сколько? Почему она здесь построена, если они обещали не строить? Да, почему построили? Дело в том, что поселок изначально, вот этот вот Пира, он заканчивался вот там вот, где поворот. Где поворот. Там, Да. где. А здесь, после завоевания Константинополя, здесь один религиозный деятель Хусейна, он основал свой поселок со своими учениками и построил здесь мечеть. Но со временем поселок Пира, вот этот, он разросся, и он поглотил этот поселок. Да, эти вот туркмены, анатолийские туркмены, они расселились, мусульмане по городу расселились, но здесь начали христиане жить, но власти не разрешили убирать мечеть. Мечеть здесь изначально была, они как бы поручили оставить. И получается, что тем мусульманам, которые здесь жили, Ну и слово сержант как и слуг, Давай я возьму. мечеть маленькая, она ничего не принесет. Ну ничего, я... Здесь, Тут, понимаешь, все, что у чего есть история, это все уже интересно. тем более такая уникальная. Это мрамор на полу, да? Да. Изначально был мрамор? Ну, они застилали. Я думаю, что в османское время не был мрамор, такой грунт был. Здесь шагарван. Угу. Ну такая, не маленькая мечеть, слушай. Как Орта-Джами наша, Бахчисарая. Ну да. Были грекияне. Вот здесь, кстати, интересно тоже. Вот Сети де Пира. Румиляхан. Смотрите, вот наверху на османском написано, Да. справа написано на греческом, слева на французском. Так как французский язык здесь, по сути дела, был Второй, да? ну, типа, языком международного общения. Не турецкий был, а французский был. Почему? Потому что, представьте, здесь жили евреи, вот возле Галатской башни, здесь жили греки, армяне и жили турки. И не то чтобы языки у них разные, у них у всех даже алфавиты разные. В смысле. У них даже алфавиты разные. У греков свой алфавит, у армян свой алфавит, у османов свой алфавит, у евреев свой алфавит. То есть, представьте, у них у всех разные даже алфавиты. И, естественно, между собой они разговаривали на французском языке. И даже календари у них были такие, ну, листик, да, вот такой отрывной календарь. На нем он поделен был на 4 части, и на разных языках Как вот написано было. Вот это, например, здание человек построил, архитектор построил, и он боится, что кому-то понравится здание, и обратятся не к нему, как бы, да, а к другому какому-то рандомному архитектору. Поэтому он оставляет свою подпись. Вот здесь вот архитектор и такой-то, такой-то. Ну, здание интересное. Ну, потом я оставляю. Ну, сейчас здесь жить не Карачач, больше да? выгодно оставлять.
Кстати говоря, про язык. Вот видите, здесь такая мешанина из народов. И вообще надо сказать, что до начала 20 века, до первой трети 20 века, большей частью населения Стамбула были не турки. Это были греки, армяне, евреи. Их в общем было больше, чем турок. Но турки, конечно, были самыми многочисленными. Но при этом, вот то, что здесь в основном жили не турки, делало турецкий язык, местный диалект турецкого языка, таким, с акцентом многих букв, то есть он упрощенный, многих букв здесь не произносили как надо и так далее. Ну, это как русские начнут разговаривать на крымско-татарском, да, вот они, им сложно будет произносить такие буквы, как К, Г, М, да, вот как. И вот обратите внимание, в турецком языке современном нет этих букв. Почему? Потому что за литературную норму был взят именно стамбульский диалект. Именно, то есть Это странно, блин. да, современный турецкий — это турецкий с акцентом, не турецкий. А в Анкаре что, то же самое? В аула, в сельской местности, в деревнях они разговаривают так же. Они говорят. Но если в городе на таком, скажем так, таким образом разговаривать, сразу скажут «Sen köylü», короче. «Sen köyden geldin». Очень похоже на нашу историю. У нас тоже к селянам так относились, типа. Типа деревенщина, да? Да, вот это вот уй, эу, вот это вот у нас вопросы вызывает. Ну, и это по-кипчански, по-ногайски. Так и- Это уже агузское. Так эу никто не говорит, понимаешь, что самое интересное? Ну, у вас- Иде, уйде, вот так говорят. У вас сейчас тоже вот интересный момент со словом «да». Да. В смысле А? А что с словом да? Но в литературном же «эбет». Эбет, А я смотрел старые видео, там некоторые женщины также говорят, как мы. Ае там, ае. Ае. Вот. Ну, вообще говорят. Даже не а. Добро, говорят. Эбет, я вообще не слышал слова. Я первое слово эбет от турка услышал, к которому я пришел заниматься турецким языком. Он сказал эбет, ну эбет. Лучше здесь не брать, где местные. Во-первых, здесь очень дорого и не будет так вкусно. Все равно, что На месяц Рамадан. Позапрошлом году, кажется. Это было обещание Эрдогана, который сделал в 1994 году, когда стал мэром. Он пообещал, что на этом месте будет мечеть. А здесь на этом месте был центр культуры Ататюрка. Он этот центр культуры символично. снес и на его месте построил мечеть. Здесь, когда не было мечети, доминантой этой площади был собор Святой Троицы. Это одна из главных площадей Стамбула. Здесь доминантой является собор Святой Троицы. А потом Эрдоган построил другой центр. А у тебя что, там противозападный? Помнишь, там была квадратика, или я помню? Спонтан. А, это там через. Не, это, наверное, не там. Нет, швартовская немножко. Да, но здесь нужна была мечеть. Вообще, почему, после чего уже решили окончательно построить мечеть? После 2012-2013 года, когда здесь были очень серьезные демонстрации, протесты, и во главе этих протестов стояли те, кто выступал за публичное распитие спиртных напитков, и ЛГБТ. То есть там эти трансы, не трансы, такие. Серьезно, вот так вот было? Вот именно так? Они были во главе, они Это были не самые- пропаганда? Так они с такой огромной шумихой подняли. подняли, ну там у них много здесь людей. Вообще все это началось с заварушки, когда решили вот вырубить вот этот парк Гези и решили на его месте построить торговый центр. Ну здесь много людей. Казалось, да причем здесь ЛГБТ? Сначала пришли актеры, ну активисты как бы сначала участвовали, актеры многие, которые Эртугрула сыграл, которые Султана Сулеймана сыграл, и так далее. А потом все это переросло в такие вот антиправительственные акции, и все это в одно время вылилось в то, что вот эти вот активисты, то, что эти стало понятно, что здесь слишком плохая Фестивальный мир. не то, что аура, а
концентрация вот таких вот людей, которые Там вот так мотают. Я им говорю, если вы действительно этого не хотите, единственный случай был во время выборов. Ой, чел в метро напал на... А сессия в лоб, идем. Смотри, как красиво. Сильно. В тот раз вы приезжали на русском не было. Ой, здесь. Мы пытались на родителей, да, наши да, она такая уперлась, короче, сама только живет, на телевидении, она работает, оказывается. Уперлась, родители уже руками разводят, мы ничего не делаем. Короче, это... Ну, небольшой. Отдельный бюро? Вот Михайлов. Thank you.